нам приходит много вопросов на тему, как колдовство воздействует на тело человека. Колдовство воздействует на него различными путями. Каждый из которых требует очень подробного разъяснения. Для начала скажу о том, что существует колдовство связанное и не связанное, общее и охватывающее. Далее идут элементы колдовства, у которых очень много определений и правил. Колдовство бывает воздухом. Это любое колдовство, связанное с воздухом или движением воздуха. Это и есть колдовство воздухом, которое обычно поражает мозг, голову, вызывая проблемы, связанные с этой областью. Существует также колдовство водой. Это любое колдовство, которое связано с водой или брошенное в море. Например, как колдовство, сделанное Лябидом ибн аль-Асамом, пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Он опустил заколдованные предметы пророка в воду. Подобный вид называется колдовством водой. Другой вид колдовства землей. Колдовство землей — это колдовство, закапываемое в землю. В данном случае предметы закапываются в земле или на кладбище и так далее. Также существует колдовство огнем. Колдовство огнем — это любое колдовство с применением высоких температур или что-то сжигается, и человек вдыхает пары. Это и называется колдовство огнем. Итак, действие колдовства на тело человека бывает нацеленным на определенные органы, или на чувства, или на слух, или на зрение. В случае с воздействием на зрение человек становится подверженным галлюцинациям. Это происходит по причине изменения химического состава мозга. В таких случаях человек может видеть вещи, которых на самом деле не существует. То же самое происходит, если колдовство поразило слух человека. Он начинает слышать странные звуки, как будто его зовут, как будто с ним разговаривают, указывают что-то делать или просят о чем-то. Он слышит звуки, которых на самом деле нет. Это тоже случается по причине химических изменений в мозгу. Далее перейдем к колдовству на чувства. Как же проявляется такое колдовство? Это я хотел бы донести до большого количества людей. Приходит человек в какой-нибудь храм буддистов или индусов и так далее. Заходит он в этот храм, и его переполняют чувства, такие как печаль или радость, или какие-либо другие чувства, которые могут быть разъяснены по-разному. Как только человек выходит из храма, чувства сразу покидают его. Это и есть воздействие колдовства на чувства, что широко используют неверные. Те, кто не верит в Аллаха и в судный день, они используют этот вид колдовства, чтобы сбить людей с правильного пути. Данный вид колдовства используется также по отношению к частным домам. Рассыпается колдовство у порога или магазина, или в любом другом месте. И в том месте, где действует колдовство, меняется обстановка в доме. Сжимается сердце во время нахождения внутри, и человек достигает спокойствия только за пределами этого места. Как же такое происходит? Головной мозг или нервная система имеет свои импульсы. Головной мозг и нервная система работают упорядоченно, слаженно. Импульсы посылаются головным мозгом всем органам организма. И на эти импульсы реагируют органы человека. Организм выделяет определенные гормоны, или человек ведет себя определенным образом. К нему приходят определенные мысли, чувства и так далее, в зависимости от вида сигналов и импульсов, которые передаются головным мозгом всему организму. Далее эти импульсы возвращаются обратно в головной мозг. Если импульсы не возвращаются в обычном режиме, в мозгу происходят химические изменения. В результате человек ощущает себя не как обычно и так далее. Меняется его поведение, характер. Далее он приобретает качества, которыми недоволен ни он сам, ни окружающие его люди. Таково влияние колдовства. Некоторые женщины не могут забеременеть по причине колдовства. Некоторые же не могут выйти замуж по этой же причине. Некоторые мужчины становятся привязанными к женщине по причине колдовства. Другие же не могут оставить свою работу и должность, также из-за колдовства. Или же по причине колдовства несут потери. Прошу Аллаха благополучия и здоровья.